Здравствуйте, дорогие слушатели, ученики. Сегодня у нас 5-й урок. Рисунок гипсовый. Головы антиноид. Предыдущий урок у нас был, мы рисовали фасовую часть, сегодня у нас будет анфас. Анфас это как поворачиваем голову мы на 90 градусов, немного. На не 90, можно 45 градусов. У нас лицевая часть, у нас наблюдается где-то 60%, мы видим лицевую часть. В данной ситуации рисунок также мы ставим лист бумаги вертикально. Формат А3. По предыдущим занятиям рисунок головы, гипсовой фигуры головы. Также мы должны подготовить в данный момент карандаши. У нас должно быть ТМ. М можно использовать при рисовании гипсовой фигуры головы. Также мы делаем красные линии засечки. Таким образом, делим лист пополам. При рисовании гипсовой головы, форма головы с помощью при волосовым покровом, она у нас форму шара определяется. Форму шара. Значит, что наша задача? Голова гипсовой фигуры антиноида, она немного наклонена вниз. Так что мы должны также определить местоположение, где располагаем. Желательно рисунок должен располагаться в центре картинной плоскости. Также мы делим гипсовую голову на 3 части у нас. Гипсовая голова, шейная часть и постамент. Значит, у нас получается гипсовая голова расположена здесь, вот в этом месте, шейная часть и у нас идет постамент. Также постамент у нас. Вот таким образом. При рисовании гипсовой головы мы должны определить центр осевой линии меридиана. Центр осевой линии меридиана, она расположена в основном, предположим, когда человек приподнимает голову вверх, у нас осевая линия головы, она расположена вот таким образом. Да, это носовая часть, глаза, губы. При наклонной плоскости у нас получается вот таким образом рисунок. Без волосяного покрова голова человека, она яйцевидная, а при волосяном покрове она у нас округлая форма. Превращается в круг, форму круга. Значит, наша задача определить линию центра меридиана. Где она расположена? Она расположена в боковой части, вот мы ее чертим, вот таким образом. Определяем, делим на 3 части.
лобная часть у нас идет, часть брови, носовой части и линия подбородка. Линия подбородка. При определении засечки мы определяем его. Лобная часть у нас идет от линии меридиана. Мы рисуем носовую часть гипсовой фигуры. Делаем засечки. Губная часть у нас идет и часть рта, и у нас идет подбородок. У нас вот здесь подбородок идет в данный момент. По ходу действия по предыдущим урокам мы показывали, что носовая часть, она определяет модульную систему человеческой головы. Мы говорили, что длина носа помещается в человеческой голове 3,5 раза. Длина носа, она равна подбородку и плюс лобная часть 1,5 раза лобной и черепной коробки. Когда мы определили общую длину носа, сделали модульную, разделили его на все 4 части, по ходу действия мы располагаем полностью контур головной части черепа, включая волосяной покров и шейная часть фигуры. Делается прорисовка, детальная прорисовка головы и расположение лицевой части, ставим шейную часть у нас находится расположена на постаменте. Включительно при линейном построении гипсовой головы
мы переходим постепенно на светотеневую подачу гипсовой головы антиноя. По ходу действия мы корректируем линии. На данный момент свет у нас падает со стороны, с правой стороны. Левую часть стороны мы заштриховываем. Таким образом. При рисовании головы вы должны определить, что пропорции соотношения глаз, носа мы должны анализировать, что правильно места расположены они, соотношение между собой. У нас идет подбородок. Определяем дополнительно высоту носа и соотношение с подбородком. И в данный момент у нас тень идет, сходит по левой части. И детальная идет прорисовка волосяного покрова и лицевой части гипсовой фигуры. Лицевой часть у нас состоит из лобной части, лицевой части, шейной части и постамента. Также мы используем штриховку при тональности. Мы должны не забывать, что у нас гипсовая фигура и карандаши мы должны использовать твердый, мягкий, Т. Свойства материала, чтобы не терял специфику. Глазное яблоко у нас идет, в основном тоже внутри. Так, на сегодня урок у нас закончен. Спасибо за внимание. Вел урок старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна Разаков Абдулманон Абсулович.